эфире новости экономики на Якутия-24 в студии Нюргуяна Ивановой. В ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. От паводка в Якутии пострадали 11 населенных пунктов в 5 районах республики. Накануне стала известна цифра по значительно пострадавшему Амгинскому району. Там общий ущерб по 175 объектам предварительно составил 239 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Якутии Гаврил Слободчиков. Отметим, что сумма ущерба еще будет меняться, она должна пройти ценовую комиссию. Администрация Ленского района окажет финансовую помощь Амгинскому и Усть-Майскому районам. На эти цели из бюджета Ленского района будет выделен 1 миллион рублей. Ленск находился в подобной ситуации. Людям нужно помочь. Такое решение приняли глава Жумарт Абельманов и жители нашего района, сказал заместитель главы района Александр Черепанов. В Якутии названы реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований для муниципальных образований на восстановительные работы от паводка. Свою помощь жителям пострадавших районов Якутии готова оказать и Алроса. Компания готовит строительные материалы для отправки в подтопленные населенные пункты. Особое внимание будет уделено помощи селам Усть-Майского района. В частности, рассматривается возможность оказания первоочередной материальной помощи семьям, наиболее сильно пострадавшим в результате подтопления. Мы с большим беспокойством следим за поступающей информацией из пострадавших от весеннего половодья населенных пунктов Якутии. Вся помощь, которую мы сможем оказать для республики для ликвидации последствий наводнения, помощи пострадавшим будет оказана. Мы находимся в постоянном контакте с оперативным штабом и будем оперативно обрабатывать поступающие запросы, заявил генеральный директор Алроса Сергей Иванов. Что касается самой компании, то ее рыночная капитализация в начале года выросла на более чем 122 миллиарда рублей. Такие данные компания опубликовала в ежеквартальном отчете. Так, по состоянию на начало 2018 года рыночная капитализация компании оценивалась в 552 миллиарда рублей. На конец марта достигла 674 миллиардов рублей. Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций, соответствующей категории на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли. В данном случае при расчете рыночной капитализации были использованы сведения Московской биржи. Полюс Алдан достиг рубежа 2000 килограмм золота, добытого и произведенного с начала текущего года. Это на 134 килограмма превышает задание и составляет 107% к плану. По сравнению с тем же периодом прошлого года золотодобытчики увеличили объем драгметалла на 157 килограмм. Продолжающийся рост производства в компании объясняют многими факторами, в том числе ростом заинтересованности работников. В четвертом квартале прошлого года в компании впервые стартовал конкурс на самое безопасное и эффективное рабочее место. Роста цен на товары и услуг в марте по отношению к декабрю прошлого года не выявлено в Якутии. Это является уникальным показателем для регионов Дальнего Востока. В среднем по Дальневосточному федеральному округу инфляция за 3 месяца составила 0,7%. Компания ЯТЭК в первом квартале увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета в размере 660 миллионов рублей. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 16,5% до 2 миллиардов рублей, в основном за счет увеличения продаж газового конденсата в 3 раза. При этом более чем в 9 раз снизилась выручка от продаж моторного топлива. Уменьшение произошло за счет вывода АЗС из структуры ЯТЭК. В Ленском речном порту стартовал навигационный период. Навигация этого года продлится 155 дней. За это время порт планирует принять 330 тысяч тонн грузов. Отправка груза из Усть-Кута, а не со стороны Якутска, пока остается самым экономичным способом. Зимой также был проведен большой фронт работ по ремонту судов, что позволит работать на верхнем участке в течение всей навигации. Актуальные вакансии региона представят на ярмарке вакансий в городе Мирный. Она пройдет 31 мая.
Для участия приглашаются крупнейшие работодатели Якутии и ряда других регионов Дальнего Востока. Уже подтвердили свое участие такие компании, как «Золото Селигдара», «Якутскэнерго», «Сургутнефтегаз». Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке представят вакансии предприятий, которые не смогут приехать на ярмарку. Центр занятости Мирнинского района представит на ярмарке крупные проекты года содействия занятости населения, объявленного в этом году в Якутии, местные кадры в промышленность, вахта, переобучение и другое. Ярмарка вакансий – эффективный инструмент, позволяющий соискателям объективно оценить собственную конкурентоспособность, предложить свою кандидатуру сразу нескольким компаниям и выбрать оптимальное предложение, а работодателям сэкономить ресурсы на поиске и подборе персонала, сказал глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. 500 миллионов рублей направят на проекты общественной инфраструктуры в 353 муниципальных образованиях республики, в том числе в городах Алдан, Ленск, Мирный, Нерингри, Верхоянск, Вилюйск, Нюрба, Алекминск и Среднеколымск, а также городском округе Жатай. Наибольший объем средств направлен Мегино-Кангаласскому, Верхоянскому, Намскому, Вилюйскому, Сунтарскому и Хангаласскому районам. Это объясняется количеством наследников, принявших участие в конкурсе. Размеры субсидий каждому муниципальному образованию варьируются от 1 миллиона до 4,5 миллионов рублей. В 2018 году федеральный бюджет России будет исполнен без дефицита впервые за последние 7 лет. По оценкам Минфина, доходы превысят расходы более чем на 500 миллиона рублей. За период с января по апрель 2018 года профицит, то есть превышение доходов над расходами федерального бюджета Российской Федерации, составил более 181 миллиарда рублей или 0,6% внутреннего валового продукта. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.